В эфире субботний выпуск новостей Сапшала, и с вами я, Рада Чачава. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Отдых с пользой. Подробно о досуге детей на летних каникулах. Работа на благо родного города. Как проходит высадка экзотических пальм в Очимчире. Круглая дата. Секретарь общественной палаты Гули Кичба отмечает юбилей. Завершается 27-й Петербургский международный экономический форум, который проходил с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум» в северной столице России. Главная тема форума – основа многополярного мира, формирование новых точек роста. На полях ПМФ президент Аслан Бжания провел ряд встреч. Двустороннее экономическое сотрудничество он обсудил с зампредседателя правительства России Александром Новаком, губернаторами Петербурга и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко, главами Башкирии, Адыгеи и других республик Северного Кавказа. В ходе встреч обсуждались ключевые вопросы, касающиеся двустороннего экономического сотрудничества, включая развитие торгово-экономических связей в сфере инвестиций, инфраструктурных проектов, туризма и науки. Во время летних каникул родители стремятся разнообразить досуг детей всеми доступными способами. На солнечном Черноморском берегу существует множество самых различных видов отдыха для детей. Один из них – детский лагерь. В столице республики уже второй год работает детский дневной лагерь на площадке Альфа-школы. Главной целью лагеря является развитие и популяризация абхазского языка. Подробности смотрите в репортаже моей коллеги Гугуцы Вардания. Занятия по абхазскому языку, мастер-классы в различных секциях и кружках: ИЗО, дизайн, архитектура, лепка, пение, абхазский танец, гимнастика. Все, чтобы дети провели летние каникулы с пользой. Вот уже второй год при поддержке Министерства просвещения и при содействии Комитета по социальной политике республики, а также абсолютной финансовой поддержки Фонда социального страхования и охраны труда на площадке Альфа-школы в Сухуме организован дневной летний лагерь, главной целью которого является развитие и популяризация абхазского языка. В нашем лагере есть специфика. Мы не просто организовываем отдых детей. Если нам за 10 дней удается мотивировать ребенка общаться на абхазском языке, то это очень хороший результат. Занятия по родному языку проходят с учетом возраста и уровня владения им. На уроках изучают лексику, историю, культуру Абхазии, проводят тесты и интеллектуальные игры. Не обходится и без спорта. Это соревнования по шахматам, домино, настольному теннису, бадминтону, футболу, веселые старты. В общем, скучно здесь не бывает. Говорим о флаге, о гербе, о районах, и все это делаем на абхазском языке. Мы устраиваем интерактивные игры, своя игра «Поле чудес», где дети могут демонстрировать свои познания в истории Абхазии. И вот это вот все создаст вот динамичный такой отдых. Хотят и носить майки Псышила, Шчажила, вот этот элемент. Я помню, что вот был какой-то период, когда кому-то не хватило в прошлом году, и мы, пока не успели распечатать, они обижались, что у них на майке не написана вот эта фраза, которая объединяет всех участников проекта «Псышила Шчажила». Для детей, проживающих в столице, летний дневной досуг в лагере будет организован в течение 10 дней с 9 до 18:00. Отрадно, что в этом году в лагере смогут отдохнуть более 50 детей с разных районов страны. Они в течение 12 дней будут жить в стенах Альфа-школы. В отдых входит питание. В этом году за лето планируется принять 1500 человек. Районным контингентом занимается сам фонд социального страхования, который 100% оплатил всем участникам проекта их пребывание в лагере. И они занимаются на местах этим. Единственное, что контингент, конечно, ограничен. То есть это в каждом потоке по 10 человек вот, получается с каждого района.
Ну и для нас это вот 55-60 человек. В лагерь принимают школьников от 7 до 13 лет. Чтобы попасть в него, необходимо предоставить в Альфа-школу перечень следующих документов: копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей, справки с места работы одного из родителей и от педиатра о состоянии здоровья ребенка. Прием заявлений в порядке живой очереди начался 5 июня и завершится 17 числа. К нам попасть очень просто. Нужно прийти в школу «Альфа» по улице генерала Аршба, бывшая Сахарова, 81, и записаться в порядке живой очереди с теми документами, которые были представлены вот в сети Инстаграм, Фейсбук. Очень активный интерес со стороны тех, кто отдыхал в прошлом году. То есть я думаю, что, ну, так как мы увеличили контингент, я думаю, что они все попадут. Для детей с районов будет организована культурно-экскурсионная программа по столице. Ведут занятия в летнем лагере квалифицированные педагоги. В проекте участвуют студенты и выпускники АГУ. К работе лагеря привлечены студенты старших курсов филологического факультета, специальность абхазский вне абхазский. Они кураторы этого лагеря, штатные работники. С ними занимался методист, доктор наук Альдона Шотовна Ажиба. И они все получили необходимую профессиональную подготовку по работе с детьми. Вот Алексей Махазович Касландзе, педагогический факультет во главе с Людой Беня, они решили провести педпрактику на базе нашей школы. И по договору они дают нам волонтерами, то есть мы получаем вожатых. Детский лагерь прошлого года, по словам Фатимы Даутия, прошел успешно. И спрос отдохнуть в нем этим летом вырос вдвое. Спасибо парламенту, который заложил в бюджет эти возможности и так помогает жителям города и работающим жителям города, потому что проект ориентирован на налогоплательщиков. Благодарность Бакуру Бебе, который возглавляет фонд социального страхования, что он поверил в нас и именно с нами решил продолжать работу. Это очень важно, что эти люди понимают, что социальной политикой нужно заниматься. Это беспрецедентная, вот второй год, беспрецедентная ситуация, когда весь контингент 100% оплачивается. За более подробной информацией о летнем дневном лагере обращаться по номеру телефона 936 13 36. Гугу Савардани, Эльдар Дамиров, Джессика Чкадуа, Абхазское телевидение. Секретарь Общественной палаты, председатель движения матери Абхазии за мир и социальную справедливость Гули Кичба отмечает сегодня свой 75-й юбилей. Социальный и политический деятель Гули Кичба, ставший олицетворением образа мужественных матерей, потерявших сыновей в годы Отечественной войны народа Абхазии, с 2020 года возглавляет Общественную палату республики, является кавалером ордена Ахтзапша 2 и 3 степеней. В 2008 году на Международном конгрессе матерей планеты за большой вклад в реализацию программ по защите материнства и детства, по повышению статуса и социальной роли женщины-матери награждена медалью «Золотое сердце», удостоена множества наград, в том числе наград Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики. Гули Кичба на посту председателя движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», зародившегося в годы Отечественной войны народа Абхазии, внесла неоценимый вклад в социальную политику республики. В Очимчире идет активная работа по высадке пальм. Более 80 ветвистых красавиц уже высажены на набережной города и центральной улице. Всего планируется посадка около 300 пальм по всему городу. В работе по благоустройству города принимают участие многие неравнодушные жители и предприниматели района. Наша съемочная группа побывала на месте и поговорила с администрацией Очимчирского района и местными жителями. При въезде в город первое, что бросается в глаза – бесконечное синего моря и величественные пальмы, гордо красующиеся на фоне горизонта.
В довоенное время, когда Очамчира была местом притяжения как жителей всей Абхазии, так и гостей республики, на этом месте уже росли слоновые пальмы. Во время войны город пережил много горя и испытаний, а сегодня, когда Очамчира вновь расцветает, пальмы Вашингтония встречают гостей на набережной. Вторым этапом ждем в конце этой недели, что приедут еще 100 пальм. Тоже будем усаживать. Вроде пока подготовка идет, лунки там и все остальное. И третьим этапом мы уже все 300 штук должны усадить до конца. На сегодняшний день высажено уже 86 пальм, приобретенных администрацией города. Всего планируется посадить около 300 пальм, привезенных из Турции. Все работы будут завершены в течение 2 месяцев. Как рассказал Атар Акаба, идея возникла 3 года назад. Тогда же были посажены первые 30 пальм. Ну, изначально это, так, если углубиться немного в историю, это было ровно 3 года назад, вот где мы стоим напротив. Первые пальмы, 30 штук, были в 2021 году усажены здесь. Планировалось посмотреть, как они будут здесь расти на берегу моря, помешает им что-то или нет. Но вот, как вы видите, они все почти стоят целые. После этого Беслан Владимирович решил усадить еще больше, нашей администрации в лице него. Он попробовал это все реализовать. Высадка такого большого количества пальм, в особенности редкого экзотического сорта, обошлась в крупную сумму. Поддержали администрацию Очамчиры в желании украсить город местные компании. Начиная от рыболовецких предприятий, отеля «Жемчужина», мелкие предприниматели. Все вложились в идею облагородить родной город. В общем, было около 10 компаний, которые сегодня приняли в этом участие. Все эти компании, они нам помогают очень часто в наших каких-то вопросах, когда мы можем, какие-то у нас мероприятия проводятся, мы обращаемся к ним по возможности. Конечно, посильную помощь оказали и жители Очамчиры. Местные жители, да, помогают. Мы поливаем их каждый день, так как у нас не хватает людей и средств. То есть люди сами выходят, наши жители выходят и поливают сами эти пальмы, то есть у которых перед домом стоят. Сорт пальм Вашингтония считается настоящей жемчужиной растительного мира. Это быстро растущая пальма субтропиков, способная выдерживать кратковременные морозы вплоть до минусовых температур. Этот вид пальмовых пользуется большой популярностью в Мексике и на американском побережье, в Калифорнии и Флориде. Как рассказали нам в администрации Очамчиры, процесс посадки в Вашингтонии предполагает наличие солнечной теплой погоды и ежедневный полив. В городской среде эта ветвистая красавица смотрится особенно интересно и аутентично, украшая не только набережную Очамчиры, но и центральную улицу. Важность подобной работы, проводимой администрацией города, недооценить сложно. Ведь, по словам Атара Акаба, упор на благоустройство Очамчиры особенно важен не только из-за искреннего желания украсить родной город, но и для привлечения туристов. Тихий и уютный город в последние годы привлекает все больше туристов. Облагораживаются улицы, набережная и морской берег. Строятся крупные туристические объекты, восстанавливается инфраструктура и высаживаются прекрасные экзотические пальмы. Местные жители, с которыми нам удалось поговорить, твердят в один голос: внешний вид города не может не радовать. Нравится мне, что вот этот пальмы поставили теперь, что-то улучшают, сейчас берег чистят. Я приехала 14 лет назад, и это действительно был город-призрак. Сейчас, последние 2 года, это необыкновенный прогресс в нашем городе. Вы знаете, у меня такая гордость, что появляются такие руководители, которые болеют за дело. Буквально за 2 года мы видим большие сдвиги по благоустройству, по чистоте. Мне нравится, как убираются улицы. Мне нравится, что установлены мусорные баки и ящики. Мне нравится, что построили новую гостиницу и стало много людей. Очень хорошо обустроили рынок.
Мне не стыдно, когда ко мне приезжают родственники, и я им показываю и рассказываю. И они все хотят опять приехать сюда. На самом деле красиво стало. И чистый берег, и на рынок можно выйти. Правда, вот туда тоже дали бы фонтаны, чтобы как раньше было. Мы довольны всем, чисто, все. Глядя на эти пальмы тоже, какая красота у нас. Прекрасный город не может не очаровывать. Уютные парки, красивая набережная, дружелюбные и добросердечные жители, встречающие каждого гостя как родного. После завершения всех работ по высадке пальм этот уголок умиротворения на востоке Абхазии, без сомнений, станет еще привлекательнее. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Кабардино-Балкарии, кавалер ордена Леона Роберт Керимов. Роберт Керимов прибыл на помощь братскому абхазскому народу в первые недели кровопролитной войны и героически сражался за свободу и независимость Абхазии. Принимал участие в боях за освобождение Гагры, участвовал в ряде стратегически важных операций, воевал также на Восточном фронте. Был контужен во время трагичного мартовского наступления. Роберт Керимов встал плечом к плечу с абхазскими воинами и был награжден высшей воинской наградой – орденом Леона. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.